Лестница, ведущая вниз. Профилактическую беседу о вреде наркотиков на этот раз проводят в медицинском колледже имени Асият Тутаевой. Встреча приурочена ко Всемирному дню борьбы с психотропами. Его отмечают 26 июня. Наркомания – это болезнь, которую человек выбирает себе добровольно, превращая себя в социальный труп. С такого посыла начинается мероприятие. Эта глобальная проблема губит все больше молодежи. Белый наркотик по-другому называют белой смертью. Это заболевание духа. То есть какое-то духовное заболевание. Обычно наркоман имеет отличительные черты модели поведения. То есть он бывает очень эгоистичен, эгоцентричен, он не любит брать на себя ответственность и в большей части 100% он всегда нечестен. Жители республики на деле ощущают страшные последствия этой проблемы. Почти каждый день на дорогах по вине одурманенных гибнут и калечатся десятки людей. Самый же большой вред наркоманы наносят именно себе и своему здоровью. Наркоманы часто умирают от паралича дыхательного центра в результате передозировки. Воздействие на пищеварительную систему. Нормы ислама не только строго запрещают употребление любых видов наркотиков, но и дают человеку правильные жизненные ориентиры. Религия изначально решает вопрос профилактики наркомании и является опорой при реабилитации зависимых. Но уже ступив на неправильную дорожку, сойти с нее очень сложно, нужно иметь силу воли. Есть несколько методов борьбы с зависимостью. Первое – детоксикация, когда очищает организм. Это второй момент – симптоматическое лечение. Симптоматическое, вы понимаете, да, симптом, то есть мы лечим симптом. Бессонница – симптом, мы лечим бессонницу. Нарушение ЖКТ – работа. Мы, соответственно, лечим вот это. Более выраженный болевой синдром, мы его выбираем. Вот у них нарушается терморегуляция, то есть или холодно, или же наоборот жарко, покрываются они потом. Вот это состояние лечим. Энергетические напитки тоже своего рода наркотики. В них содержатся психотропные вещества, которые вызывают состояние эйфории и ведут к разрушению организма, говорит секретарь антинаркотической комиссии Апти Татиев. Впервые в мире они появились во время Второй мировой войны с целью создать суперсолдат. Изначально были в виде таблеток, сейчас же это прохладительный напиток. В течение 10 лет, если он будет употреблять эти энергетики в день 2-3 раза, то к 25 годам у него будет состояние внутренних органов, как у человека 50-60 лет, как минимум, по степени износа. Делайте из этого выводы. Студенты понимают, что наркомания – это не просто вредная привычка, а серьезная болезнь. Они стараются соблюдать здоровый образ жизни, на первом месте – учеба. Без признания проблемы нет и решения, говорит руководитель реабилитационного центра ДАРП Альберт Арсамаков. Наркоманы никогда не считают, что у них есть зависимость. Большой вклад в их лечение вносит именно семья. Семья несет ответственность и должна быть заинтересована в выздоровлении. И вот они должны обращаться к специалистам и строго следовать тем рекомендациям, которые им дают. Тогда общими усилиями специалистов, близких и самого зависимого можно добиться результата. Лекция по профилактике наркомании – это не просто беседа о важном. Это напоминание, что вернуться к нормальной жизни наркоман сможет только если сам этого захочет. Здесь важно в первую очередь понять, насколько сильно зависимость отравляет жизнь. Амина Зязикова, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.